прямо завидно стало. И в завершении выпуска вопрос на засыпку. Могут ли подружиться кот и мышь? Артисты Татарского драмтеатра уверены, могут. К Новому году они подготовили особенный подарок для юных зрителей. Поставили сказку «Белый мышонок» по пьесе Фанавиля Галиева. Сказочный персонаж по имени Мяу-Бике, как и все кошки, любит и резвиться, и нежиться на солнышке. Но все же от своих сородичей кардинально отличается. К мышам она питает только нежные чувства. Вот и белый новорожденный мышонок ей особенно понравился. Эта сказка рассказывает о дружбе двух животных, которые в реальности вряд ли смогли бы так мило беседовать. В основе этой сказки лежит доброта, любовь, дружба. Сказка очень поучительная для детей, не только для детей. Я бы посоветовала посмотреть также взрослым, потому что некоторые взрослые тоже у нас уже отходят от этого. Поэтому надо дружить, уметь любить друг друга, ценить. Сказки играют только молодые актеры театра. Постановкой занимался приглашенный режиссер Нафиса Исмагилова. До этого в Татарском драмтеатре спектакли для детей практически не ставились. В 91-92 годах мы очень хорошо проводили, у нас были на ура мероприятия, причем как бы по 2 недели с утра до ночи. А потом как-то мы сдали позиции, немножко мы больше обратились к взрослому зрителю. Немножко мы как подзабыли, к сожалению, наших деток. Но вот сейчас вот понимаем, что надо детей-то, зрителей воспитывать вот с таких, как говорится, с такого возраста. Спектакль – это еще не весь подарок к Новому году от театра. После спектакля для детей подготовили и конкурсы. Здесь сказочных персонажей тоже достаточно. Тут и классика, Дед Мороз со Снегурочкой, Змей Горыныч и лошадь – символ будущего года. Спектакль будет идти до 29 декабря. Постановка продолжится и в Новом году. Альбина Минибаева, Лилия Хабибьянова, Андрей Рачеев для программы «Новости».